Добрый день, уважаемые гости, подписчики и все, кто нас сейчас смотрит. Сегодня с нами на связи Санкт-Петербург. Мы всех рады видеть. Приветствуем вас на торжественном собрании, посвященном Дню Республики Саха-Якутия. Слово для открытия торжественного заседания предоставляется постоянному представителю Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Федотову Андрею Сандаминовичу. Уважаемые земляки, дорогие друзья! Сегодняшний день в году особый для нас. Он ознаменован двумя историческими событиями. Октябрьская революция принципиально изменила государственное устройство России. 27 апреля 1922 года было подписано постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об автономной Якутской Социалистической Советской Республике. Через 70 лет, в апреле уже 1992 года, принята новая Конституция Республики Саха-Якутия, ставшая важной вехой и заложившая правовую базу для будущих преобразований. Эти исторические события объединены одной идеей – идеей развития республики в интересах каждого якутянина. Этот праздник для всех нас важнейший.
праздник единения народов Якутии, праздник единства Якутии с Россией. В братской семье народов мы были вместе и в годы тяжких испытаний, и в дни радости. В 2032 году мы будем отмечать 400-летие воссоединения судьбы народов Саха и коренных народов Якутии с судьбой народов России. Мы дорожим живительной силой этого союза, ведь наши судьбы едины. 2020 год стал годом испытаний и вызовов не только для нашей страны, но и для всего мира. Впервые в современной истории мир ощутил независимую от воли человека глобальную угрозу, превосходящую по масштабу даже самые мощные катаклизмы. Якутия в числе первых регионов страны оказалась под ударом коронавируса. В кратчайшие сроки была перестроена жизнедеятельность республики для защиты здоровья людей и для сохранения экономической основы их благосостояния. Была мобилизована и укреплена инфраструктура здравоохранения, организованы инфекционные больницы, оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты. Количество инфекционных коек увеличилось с 485 до более чем 3000. Санитарная авиация на 30% увеличила число вылетов. Появилось более 30 новых автомашин скорой помощи, что в 4 раза более, чем годом ранее. Якутия в числе первых регионов страны приняла 3 пакета антикризисных мер. За счет всех источников финансирования на поддержку населения, здравоохранения и экономики направлено 34 миллиарда рублей, в том числе на федеральные меры 23, на региональные 11. Постоянное представительство приняло активное участие в работе правительства Якутии с федеральными органами власти по включению якутских компаний в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По итогам в отраслевые списки включены 11 наших крупнейших компаний. Мы проводили активную работу по поддержке якутян, находящихся за пределами республики. Совместно с Министерством внешних связей провели работу по вывозу наших граждан из-за границы. Мы занимались доставкой лекарств и всего необходимого для больных и нуждающихся. Организовали предоставление транспорта и оказание удаленных медицинских консультаций силами врачей санатория Бесчегда. Якутии удалось достойно пройти сквозь эти испытания и уже к концу 2020 года вернуться на траекторию социально-экономического роста. Несмотря на все сложности в 2020 году, в год патриотизма, памяти и славы проводилась работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Одной из значимых акций стала республиканская эстафета Знамени Победы, прошедшая по всем улусам и городам республики. К юбилею Победы в Якутии возведены новые скверы, обелиски, приведены в порядок 295 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. Опорным проектом стал для нас здесь, в Москве, создание военно-патриотического лагеря имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова на Ржевской земле, рядом с открытым в прошлом году мемориалом советскому солдату. Лагерь назван в честь якутского снайпера, сражавшегося в этой битве, прошедшего всю войну и принимавшего участие в Параде Победы в 1945 победном году. Летом 2021 года на базе этого лагеря будет проведена вахта памяти Ржев Дальний Восток. Это двухнедельная смена для студентов высших учебных заведений всего Дальнего Востока. Смена пройдет в период с 5 по 19 июля. Цель проекта – продвижение и популяризация поисковой деятельности среди дальневосточной молодежи. Формирование у них теоретических и практических навыков работы по поиску восстановления имен бойцов Красной Армии, погибших в битве за Ржевско-Вяземский плацдарм. Поисковое движение сегодня становится массовым и всероссийским. Девизом стало «Война не окончена, пока не отданы почести последнему погибшему солдату». Постоянным представительством достигнута договоренность также об открытии в Федеральном парке «Патриот» Министерства обороны нашей страны экспозиции об участии Якутии в Великой Отечественной войне. С помощью нее, с использованием современных мультимедийных средств, посетителям парка «Патриот» будет продемонстрирован вклад одного из самых отдаленных регионов страны в нашу общую победу. Открытие этой экспозиции планируется в сентябре этого года. Также в прошлом году реконструированы памятники озера Ильмень в деревне Филькино Ржевского района Тверской области. По инициативе ветеранов-северян построен новый памятник в урочище Холм-Березуйский Зубцовского района, там неподалеку.
Очень важно отметить, что в работе по сохранению исторической памяти принимают активное участие не только государственные и общественные организации, но и волонтеры, неравнодушные и активные граждане. Именно по инициативе общественности в Калининградской области впервые установлен памятный камень отважным якутянам, сражавшимся с фашизмом в Восточной Европе. Очень интересную инициативу реализовали в 2020 году спортивная общественность «Забег вокруг озера Ильмень». Это станет мероприятием ежегодным и пройдет уже в этом году в ближайший май месяц. В планах на этот год реконструкция мемориального комплекса на трассе Великий Новгород-Старая Русса вблизи деревни Буреги. Ведутся переговоры об установке памятника воинам-якутянам в городе Тула и в Крыму. Мы считаем, что такая работа должна проводиться не только в честь юбилейных дат, но и продолжаться ежегодно на постоянной основе. Именно такое деятельное отношение к сохранению памяти героев Великой Отечественной, личное участие в практических проектах по установлению имен погибших, реконструкции военных сражений и находит отклик среди молодежи. Это движение объединило жителей Якутии и многих регионов страны. Стало настоящим примером дружбы и исполнения святого долга по сохранению памяти солдат Победы. Совсем недавно, например, вот буквально на днях, делегация Амгинского улуса во главе со своим руководителем Архиповым Николаем Архиповичем посетила Курскую и Белгородскую область, поклонилась местам захоронений воинов своих земляков. Уважаемые товарищи, рывок в инвестиционной привлекательности, который совершила Якутия в 2018 году с 58-го места в рейтинге до 20-го, помог обеспечить поступательное развитие новых больших проектов, обеспечивающих наполнение доходной части бюджета и благосостояние жителей республики. По добыче золота достигнут исторический рекорд – 39,8 тонны в прошлом году. В прошлом же году начались первые в истории поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Добыча газа увеличилась в 2,5 раза. Состоялся запуск в первой очереди самой крупной в России угольной шахты и обогатительной фабрики Инаглинская в Нерюнгринском районе с добычей наиболее востребованного на мировых рынках коксующегося угля. Быстро набирает обороты и перспективный проект «Эльга-Уголь». При этом рост производственных показателей компании сопровождается увеличением социальных программ на территориях присутствия, программ газификации населенных пунктов. По итогам 2020 года Якутия стала лидером среди субъектов Дальнего Востока по экспорту IT-услуг. Они достигли 85% в целом по Дальнему Востоку. А якутские IT-компании считаются серьезными игроками на мировом рынке. Если сегодня у нас в республике в сфере IT-индустрии работает 1500 человек, то в ближайшие годы стоит задача увеличить их количество до 10 тысяч. Якутия имеет своих признанных лидеров и в гуманитарной сфере. Республика стала победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион» и захватила лидерство среди субъектов федерации по числу снимаемых ежегодно фильмов. Лучшие ленты якутского кино регулярно побеждают на крупнейших российских кинофорумах. Так, в 2020 году победу на Кинотавре одержал фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. Сегодня, 27 апреля, состоится всероссийская премьера кинофильма «Тыгын-Дархан», и многие здесь присутствующих там будут. В 2020 году фильм удостоен награды Национальной кинематографической премии «Ника» за лучшую работу художника, а в 2021 году картина получила приз президента 14-го Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Веча». Мы также в этом году стали столицей тотального диктанта, который проходит по всему миру уже многие годы для тех, кто изучает русский язык. В 2020 году значительное число якутских инициатив, а также инициатив лично главы республики были поддержаны на межрегиональном и федеральном уровне. Программа «Дети Азии» поддержана Советом Федерации. Продлен до 2028 года механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока. 2020 год стал ключевым по выработке стратегических документов развития Арктики. Указом главы утверждена стратегия развития арктической зоны республики до 1935 года, основные положения которой включены в федеральную стратегию развития российской Арктики. Федеральным законом установлены беспрецедентные преференции для предпринимателей-резидентов арктической зоны. И Лена Христофоровна, которая только что к нам присоединилась, хорошо знает о том, какая шла работа, тяжелая, многоплановая, для того, чтобы эти преференции были в закон включены. Одним из мероприятий, в
включенных в стратегию развития арктической зоны Российской Федерации, является комплексное развитие поселка Тикси. Это своеобразной столицы нашей Арктики, Якутской Арктики, включая развитие инфраструктуры двойного назначения, в том числе реконструкцию морского порта и его терминалов. По поручению главы республики для этого создан специальный проектный офис. Всерьез рассматривается расширение морского порта и строительство его глубоководной части. К 2024 году Тикси, а может быть и некоторые другие арктические прибрежные поселки будут подключены к оптиковолоконной связи Северного морского пути, который пройдет по дну Ледовитого океана. 2021 год – начало двухлетия председательства России в Арктическом совете. Два проекта «Дети Арктики» и «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Севера и Арктики» поддержаны для рассмотрения в ходе работы Арктического совета. Достигнута договоренность о проведении здесь, на площадке постоянного представительства, мероприятий Министерства иностранных дел России с министрами и старшими должностными лицами зарубежных арктических стран. Основой восстановления экономического роста нашего дальнейшего движения вперед являются крупные инфраструктурные проекты республики и мероприятия национальных проектов. В 2021 году начинается активное строительство моста через Лену. И с этим я вас с удовольствием поздравляю. Главным итогом 2020 года является то, что мост попал во все стратегические документы планирования нашей страны. На правительственной комиссии по транспорту 15 апреля, совсем недавно, положительно решен вопрос о выделении федерального капитального гранта. А новые решения президента нашей страны, которые были озвучены в его послании, значительно облегчат организацию финансирования строительства моста, кратно снизят нагрузку на республиканский бюджет. Мост будет сдан в 2024 году. 2020 год научил нас первостепенной ценности здоровья, бережному отношению к собственному здоровью, к здоровью своих родных, коллег, всех окружающих. В прошлом году в числе первых регионов республика защитила программу модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование программы на 5 лет составит почти 13 миллиардов, из которых 90 федеральные. Глава республики Арсений Сергеевич Николаев объявил недавно о десятилетии здоровья в нашей Якутии. Этим вопросам им во многом было посвящено и послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Особое внимание будет уделено муниципальному уровню. В результате появятся современные корпуса поликлиник и стационаров в 12 центральных районных больницах. Будут заменены устаревшие здания ФАПов, проведен капитальный ремонт зданий, медучреждения получат дополнительное медицинское оборудование, новый санитарный автотранспорт. Ведущими учреждениями высокотехнологичной медицинской помощи на Дальнем Востоке станут в ближайшее время кардиологические и онкологические центры, которые строятся сейчас в Якутске, и в ближайшие годы стройки будут завершены. Новое развитие должен получить санаторий Бесчегда в Подмосковье, который с августа прошлого года передан в ведение нашего поспредства. За этот период проведена санация кредиторской задолженности, разработана программа его развития и начата ее реализация. В этом году во исполнение поручения главы республики мы должны реализовать основные мероприятия и обеспечить на базе санатория реабилитацию наших земляков, обеспечить профилактику развития поздних осложнений у пациентов, переболевших COVID-19. При этом сохраняются и все услуги санаторно-курортного направления, которыми санаторий традиционно занимался. 2021 год президентом России Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом науки и технологий. В своем послании к Государственному собранию Арсений Сергеевич эту задачу выделил особо, как задачу по повышению роли и участия науки в развитии республики. При этом ставится задача вывести исследования якутских ученых на мировой уровень через научно-образовательный центр «Север», который создан в 2019 году. В Якутии сосредоточен большой потенциал в разных сферах науки. Здесь трудится около 800 докторов наук. Надо отметить, что комментарии и находки якутских ученых – одни из самых востребованных сообщений про республику в федеральных и зарубежных средствах массовой информации. Аналогичная ситуация с новыми разработками республиканских стартапов на базе нашего технопарка. Якутские стартапы в 2020 году стали нашим своеобразным брендом.
17-19 марта состоялся поистине исторический, за последние 25 лет впервые, визит президента Российской академии наук Сергеева Александра Михайловича в город Якутск и в поселок Тикси. Он ознакомился и положительно оценил проекты якутских ученых. Для их детальной проработки с институтами Сибирского отделения Академии состоялся визит рабочей группы чуть позже, в апреле, в город Новосибирск. В этом году научно-образовательный центр «Север» обязан стать научно-образовательным центром мирового уровня, и это наша ближайшая задача. Уважаемые товарищи, глубоко символично, что в следующем, 2022 году, республика отмечает 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства, столетие Якутской АССР и 125-летие Максима Кирыча Амосова, выдающегося государственного и общественного деятеля, с именем которого связана яркая страница нашей истории. Вместе с Платоном Аюнским и Исидором Бараховым Максим Кирович сыграл решающую роль в образовании Якутской ССР. Государственность, обретенная в 1922 году, всегда будет незыблемой основой существования и развития современной Якутии, как неотъемлемой части Российской Федерации, ее крупнейшего субъекта и опоры на северо-востоке страны. Благодаря инициативе Максима Кирыча в том же году в Москве было создано постоянное представительство Якутской ССР при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, столетие которого также будет отмечаться в следующем году. Якутское постпредство было одним из первых представительных органов среди автономных республик и стало незаменимым механизмом взаимодействия Якутии и центра страны. К 2032 году, 400-летию вхождения Якутии в состав российского государства, на первый план выходит приоритетная цель. Якутия – геостратегическая территория Дальнего Востока и арктическая зоны Российской Федерации, комфортная и безопасная для полноценной реализации человека, республика с чистой природой, магнит технологий для жизни в условиях низких температур и обширных территорий. В преддверии этой знаменательной даты появился интересный историко-географический проект «Пути великих свершений от Московского царства к великой российской державе». В прошлом году старт этому проекту был дан главой нашей республики Айсеном Сергеевичем Николаевым и руководством Русского географического общества. Маршрут экспедиции прошел на первом этапе по территориям Костромской, Вологодской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа. Данный масштабный межрегиональный экспедиционный проект будет реализован в период до 2032 года и должен закончиться на берегах Тихого океана. В ходе проекта предполагается реконструкция и повторение исторических маршрутов, которыми прошли первопроходцы при освоении восточных территорий России. Данный проект, несомненно, привлечет внимание широкой общественности к истории великих географических открытий, этнокультурной и исторической самобытности народов России и будет способствовать осмыслению и осознанию богатства и глубины истории российского государства, неразрывности наших исторических и культурных связей. Скоро, 12 июня, в День России, состоится праздник СЭХа в Москве. В рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха-Якутия и правительством Москвы 2007 года он проходит в музее-заповеднике Коломенское уже много лет. Он собирает тысячи москвичей и гостей столицы. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы и ежегодно входит в столичный план мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений. Конечно, по традиции, на следующий день, 13 июня, СЭХ пройдет и в городе Санкт-Петербурге. В 2021 году СЭХ в столицах представит культурная делегация из Якутии, которая накануне неделю будет участвовать в проведении Дней Якутии в Татарстане. Творческая делегация будет состоять из лучших исполнителей коллективов и артистов республики. Приедут, конечно, и делегация из Намского улуса, которая по известным причинам не смогла побывать в Москве в прошлом году. Дорогие друзья, 21 апреля глава государства в своем послании Федеральному собранию сформулировал самые важные цели на ближайший период для России в целом и для каждого региона в частности. Оно охватило спектр важнейших вопросов – развитие здравоохранения, экономики, актуальные аспекты нашей внешней и социальной политики.
по количеству и объему мер социальной поддержки это послание опережает все остальные предыдущие. Это сейчас, пожалуй, самое важное для огромного количества наших граждан и яркое свидетельство курса на народосбережение. Якутия сегодня получила уникальный исторический шанс за ближайшие десятилетия коренным образом преобразовать нашу жизнь, сделать ее комфортной, здоровой, успешной, чтобы мы с уверенностью смотрели в будущее и были спокойны за наших детей. Но для этого необходимо два условия: мир во всем мире и согласие в нашем обществе. Все остальное для успешного рывка вперед у нас есть. Так будем же едины и трудолюбивы, спокойны и тверды. Тургурдун, Сайдда Турдун, Сахасире. Да здравствует наша великая Россия, Уруй Айхал. С праздником вас, дорогие земляки! По традиции, в День Республики Саха-Якутия здесь в Постпредстве проходит награждение наших земляков за заслуги перед республикой. Итак, уважаемые гости, дорогие друзья, мы начинаем церемонию награждения. Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации за открытие и разведку месторождения алмазов кимберлитовая трубка «Дачная» в Республике Саха-Якутия наградить нагрудным знаком первооткрыватель месторождения Погудина Игоря Александровича, главного геофизика Батуобинской геолого-разведочной экспедиции Якутского территориального геологического управления посмертно. Награду получает племянница Орехова Анна Юрьевна. В целях пропаганды современной российской авиатехники, проведения экспериментов по исследованию экосистем, культурно-просветительской миссии изучения и подготовки маршрутов для авиационного и экологического туризма по российской Арктике в 2018 году состоялась российская арктическая авиационная экспедиция «Север-Ваш», которая совершила кругосветный океанический перелет вокруг Северного полюса по Северному Ледовитому океану. За вклад в развитие Севера и Арктики Якутии, участие во Всероссийской авиационной кругосветной арктической экспедиции «Север-Ваш», которая проходила по территориям Республики Саха-Якутия, наградить медалью Ассоциации полярников Российской Федерации «Якутская Арктика» Токарева Валерия Ивановича, космонавта-испытателя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, полковника Героя Российской Федерации, руководителя перелета. Евстафия Владимира Владимировича, лейтенанта-пилота, летчика-испытателя, командира летно-испытательного отряда ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс» имени Георгия Михайловича Береева, летного директора экспедиции. Суслова Дмитрия Юрьевича, главного конструктора научно-производственного объединения «Аэроволга», частного пилота, борт-инженера экспедиции. Награду получает Куракина Елизавета Васильевна, референт научно-производственного объединения «Аэроволга». За заслуги перед космонавтикой наградить медалью имени Константина Эдуардовича Циолковского Захарову Саргылану Егоровну, руководителя секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского в Республике Саха-Якутия, ведущего специалиста методического отдела Всероссийского детско-юношеского военного патриотического общественного движения «Юнармия». Участвовали как раз и были наблюдателями этого пуска. Это победители Олимпиады «Старт в космос», которым Саргылана Егоровна активно занимается. Большое вам спасибо.
За подвижническую общественно-политическую деятельность, значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия и многолетнюю безупречную государственную службу присудить государственную премию Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова в области государственного строительства и присвоить звание лауреата. Вот этот лауреат у нас сейчас подключен к Зуму, он сейчас нас смотрит, и я надеюсь, что вы одарите его аплодисментами. Шубину Александру Ивановичу, ветерану государственной службы, генеральному директору благотворительного фонда «Фонд ветеранов Крайнего Севера» РЛ «Надежда», заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. За большой вклад в развитие литературы народов Якутии, распространение идеи духовного единства, плодотворную творческую деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей и укреплению литературных связей. Наградить почетным знаком Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов Шапошникову Айту Ефимовну, профессионального переводчика, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия. За большую помощь и содействие в организации участия руководства Республики Саха-Якутия в крупнейших многосторонних международных мероприятиях, за заслуги в области социально-экономического развития республики. Наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Ситневу Елену Николаевну, руководителя направления по работе с регионами Российской Федерации, дирекции организационно-протокольного сопровождения мероприятий фонда Росконгресс. Я по поручению директора фонда Росконгресс Туглева Александра Анатольевича поздравить вас, Андрей Санаминович, жителей гостей Сахи с Днем Республики, пожелать республике процветания, всем жителям счастья, здоровья и благополучия. Спасибо вам. За посильный вклад в дело развития патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи и деятельность, направленную на реализацию научно-исследовательской работы в сфере патриотического воспитания и развития патриотического движения в Республике Саха-Якутия. Наградить почетным знаком патриот Республики Саха-Якутия имени Федора Кузьмича Попова Храмову Аину Виссарионовну, техника 23-го управления Федерального государственного бюджетного учреждения, Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации. Также Аине Виссарионовне вручается свидетельство о том, что она является автором-разработчиком дизайна ведомственных наград Министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. За вклад в развитие и укрепление государственной молодежной политики республики, профессионализм, активную общественную деятельность, пропаганду здорового образа жизни и плодотворный труд. Наградить нагрудным знаком отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия Иннокентьева Алексея Андреевича, главного советника Управления государственной службы, кадровой и правовой работы и защиты информации, постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия в связи с юбилеем со дня рождения наградить почетной грамотой постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Долинина Ивана Николаевича, постоянного представителя главы Республики Саха-Якутия в городе Москве. За подготовку цикла телевизионных передач и сюжетов, посвященных 60-летию полета человека в космос, благодарственное письмо постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации вручается коллективу филиала НВК «Саха» в городе Москве.
За активное участие в работе Общественного совета при постоянном представительстве Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, помощь и содействие в организации значимых мероприятий, объявить благодарность Махтал, постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, Ильину Александру Владимировичу, члену Общественного совета при постоянном представительстве Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Савченко Марии Викторовне, члену Общественного совета при постоянном представительстве Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. За активное участие в помощь в организации протокольных мероприятий постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации по итогам 2020 года. Благодарственное письмо постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации вручается Инхееву Артему Борисовичу, магистранту первого курса Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Я еще раз хочу поздравить всех награжденных, всех наших земляков, всех здесь присутствующих. Конечно, зал должен был быть гораздо больше, полнее, но есть некоторые ограничения. Самое главное, всем здоровья. Мы обязательно победим, победа будет за нами. Спасибо большое, с праздником! Дорогие друзья, ну а сейчас мы включаемся с вами в Zoom. У нас на связи Санкт-Петербург. Указом главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоит почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Саха-Якутия» Гребенкину Николаю Сергеевичу, водителю государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия «Якутское постпредство» в городе Москве, обособленное подразделение город Санкт-Петербург. Предоставляется заместителю постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрию Николаевичу Кравцову. Дорогие якутяне, дорогие земляки, уважаемые коллеги, от имени нашего обособленного подразделения постоянного представительства при президенте Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Республики. Наша республика семимильными шагами стремится к своему столетию. О всех ее достижениях, конечно, было подробно рассказано Андреем Сандоминовичем. И уверен, что эти достижения не могли бы состояться без помощи наших друзей, наших регионов. И в адрес республики сегодня поступают эти поздравления. Вот буквально сегодня поступило поздравление от губернатора Санкт-Петербурга. Разрешите вкратце огласить. Сегодня Республика Саха – один из наиболее стабильно развивающихся субъектов России, являющийся не только самой большой административно-территориальной единицей в мире, но и одним из наиболее богатых, стратегически важных регионов Российской Федерации. Убежден, что впереди Республику Саха-Якутия ждет только процветание, ведь ваш край населен самоотверженным, целеустремленным и сильными людьми, которые не становятся ни перед чем, чтобы добиться процветания родной республики. Желаю вам и всем жителям Республики Саха успехов во всех начинаниях, сил для преодоления любых сложностей, любви и тепла от близких и родных. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. С праздником, дорогая республика! Слово предоставляется заместителю председателя комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Александру Константиновичу Акимову.
Дорогие земляки, в Москве и Санкт-Петербурге, күнді bir doydulaqtırım. Yine Baragıt'ın Respublika gününden ititik istignik Ağardaliyevin. Дорогие друзья, Андрей Сандаминович, уважаемые ветераны, проживающие в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и центральных регионах нашей Российской Федерации, и наши земляки, которые нас слушают, видят, чувствуют. Позвольте от имени Совета Федерации, от имени Якутского землячества, от имени всех друзей нашей республики поздравить от души нашим общим праздником, Днем Республики Саха-Якутия, и пожелать всем здоровья и благополучия. Дорогие друзья, конечно, вот правильно Андрей Сандаминович сказал, если бы не болезнь, это не инфекция, не пандемия, сегодня народу, конечно, полный зал был бы обычно здесь, никогда не мешается. Вот. Но, к сожалению, мы ничего не сможем сделать и должны соблюдать те принципы, те границы, которые установлены. Вот. Так что есть определенные барьеры, но тем не менее, конечно, я думаю, все рядом с нами. Но у меня есть предложение. Сегодня вот из-за болезни ушли многие наши земляки. Вот. Но я не буду фамилии называть. Заслуженные люди, многие пожилые люди. Вот. Многие болеют. Вот. Есть предложение их почтить. Вот недавно Матвеева ушла Людмила Ильинична, вот тоже известная в республике. Она долгое время работала, ветеран труда. Людмила Ивановна Колмогорова, наши земляки. Давайте почтим, я думаю, в этот день минутой молчания. Спасибо огромное. Вот. Но я думаю, что вот сегодня и в докладе было сказано, сегодня и в Российской Федерации, и в целом наша республика все делается, чтобы все-таки эту болезнь победить, и все-таки мы выйдем достойно вот, из этой пандемии, в целом, которая вот, свирепствует во всей планете. Я не буду повторяться сегодня. Андрей Сандаминович очень подробно вот, рассказал о достижении республики и хронологическом плане, истории нашей республики. Мы всегда его достойно отмечаем. В следующем году будем отмечать уже столетие нашей родной республики Саха-Якутия. Время быстро летит, и 390-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Это исторические даты, конечно. За 100 лет пройдено очень много со всеми народами бывшего Советского Союза, сейчас российского государства. Мы в семье единой, всегда вот, достойно наша республика развивалась. Один из наших крупнейших субъектов Российской Федерации не только на Дальнем Востоке, но и во всей Российской Федерации. Это форпост России на Дальнем Востоке во всех отношениях. Можно долго об этом говорить. Это мы истории хорошо знаем. Я думаю, что в следующем году, когда будем отмечать столетие родной республики, достойно представим республики всегда вот, в Москве, Санкт-Петербурге, других городах нашей Российской Федерации. И мы покажем все достижения
области экономики, культуры, образования, социальной сферы. Республика, конечно, достигла небывалых результатов во всех областях народного хозяйства. Вот. Об этом сказано, я не буду повторяться. Вот пройдут дни Республики Саха-Якутия, Советы Федерации, Государственной Думе, Законодательное собрание Российской Федерации. И Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, тоже отправила свои поздравления. Они сейчас находятся, законодатели, в Санкт-Петербурге на Совете законодателей. Вот именно свои приветствия в честь Дня Республики, и она поддержала проведение Дня Республики Совета Федерации. Вот мы недавно провели заседание Организационного комитета, обсудили о наших предстоящих делах. Республика достойно готовится встретить свой юбилей. Вот. Но я в этом нисколько не сомневаюсь. Под эгидой постоянного представительства правительства нашей республики мы обязательно достойно отметим, потому что мы должны отдать данное уважение прежде всего тем людям, которые заложили фундамент экономики нашей республики, пусть это геологи, электрики, энергетики, врачи, учителя, которые жили, работали в Якутии, таких очень много, которые состоят в нашем землячестве. Они в пожилом возрасте обязательно никого не забыть, поздравить наших земляков, ветеранов производства, ветеранов труда, ветеранов отраслей. И в этом плане республика всегда вот имеет, я бы сказал, очень хорошие традиции. Это дань уважения старшему поколению. Никогда не забывали. Вот, всем установлены памятники, вот, и обязательно мы закладываем венки, цветы, вот, мы первостроителям и тем основателям нашей республики. Это традиции нашего народа, северного народа. Устанавливаем памятники павшим в боях вот, в годы Великой Отечественной войны. Пусть это Ржеве, Ильмене и других, вот Туле будем устанавливать и так далее. Вот это, я считаю, что вот, народ, который сохраняет прошлое, думает о будущем, вот, который забывает прошлое, у того народа нет будущего. Мы знаем такие народы, которые сегодня разрушают памятники, разрушают историю, разрушают дружбу народов. Но мы не воспитаны в этом духе, и мы обязательно, конечно, вот те традиции, которые были у нас, в нашем народе, у якутян, вот, дружба народов, поддержка взаимная, уважение друг к другу, это мы должны обязательно сохранить. Вот это самое главное. Вот. Давайте с праздником, дорогие друзья. Я хочу сейчас вручить ряд наград. Вот. Нет, я сам скажу. Нет, я сам скажу. Потом это. Спасибо. Я хочу сегодня, вот среди нас находится ветеран алмазодобывающей промышленности Пискунов Владимир Венедиктович. Вот, прошу любить и жаловать. Я думаю, все знают Владимира Венедиктовича. Спасибо, что он подошел. В апреле ему исполнилось всего 80 лет. Вот, и Владимир Венедиктович говорит в своем, это, как называется машина-то? Вот. Мерседес подъехал вот, по спредстве. Так что
Я просто сегодня хочу сказать, что вообще среди якутян есть легендарные люди. Вот. И среди них Пискунов Владимир Венедиктович, это лидер, один из лидеров, руководителей нашей алмазодобывающей промышленности. К сожалению, вы знаете, что Рудаков Валерий Владимирович был, он рано ушел от жизни. Ну и другие, у нас очень много из Южной Якутии были, которые были руководителями великой стройки, ударных строек, строили города Мирный, Нерюнгри, Алдан и другие, заложили фундамент экономики, промышленности не только нашей республики, но и нашей страны. Вот. Так что Владимиру Венедиктовичу исполнилось 80 лет. Я хочу немного сказать о том, что я Владимир Венедиктович еще помню, когда он работал генеральным директором это объединение Якут Алмаз. Это сейчас Алроса называют. А в те годы это был, конечно, первенец промышленности. Это наша не только гордость республики, но всего Отечества, алмазодобывающая промышленность. Вот люди, которые, конечно, их сегодня здесь нету, но которые заложили фундамент промышленности нашей республики. Они бюджетообразующие, и в целом от него началось в целом развитие и других отраслей промышленности нашей республики. Мы этим и гордимся. Вот. Я помню Владимира Венедиктовича, каким он был молодым. Он работал и первым секретарем Мирнинского горкома партии, горкома комсомола и горкома партии. И 7 лет был генеральным директором. Но кроме того, он потом работал в федеральных органах здесь. Очень много на общественной работе. Это в Союзе предпринимателей российской, товаропроизводителей, промышленников, исполнительным директором был. Но вообще человек незаурядный, я бы сказал. Его даже в свое время, когда он и республика работал, его называли бульдозером человек. Я бы сказал, это бульдозер он держит в своих руках. Человек, который ничего не боялся и работал как бульдозер с утра до вечера. И подняли алмазодобывающую промышленность. И в его годы алмазодобывающая промышленность стала одним из ведущих. Именно не только республика, но и в целом Советском Союзе. Достигла самых высот, огромных высот. И благодаря этому сегодня есть Алроса, благодаря есть и Вилюйгес, благодаря этому есть и города Мирный, Ленск и так далее. Можно много перечислить. И Южная Якутия, его кадры работали везде. О нем можно очень долго говорить, но я просто сегодня от имени земляков, сегодня от имени руководства нашей республики позвольте Владимира Венедиктовича поздравить с его замечательным юбилеем, низко ему поклониться и вручить государственную награду Совета Федерации. Валентина Ивановна лично знает. Так, Мария, назови. Так. Распоряжением председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и активную общественную деятельность наградить медалью Совет Федерации 25 лет Пискунова Владимира Венедиктовича, члена Совета региональной общественной организации «Якутское землячество» в городе Москве, общественного государственного деятеля. Награду вручает Александр Константинович Акимов.
стоять? Может быть, я сяду и вам чуть поздравлю вас. Дорогие земляки, 30 лет я проработал в Якутии. Якутия моя родная страна. Любые самые лучшие годы прошли там. Там я вырос с рядового энергетика по специальности до генерального директора Всесоюзного объединения «Якуталмаз», которое давало для республики 70% бюджета в самые трудные и тяжелые времена. «Якуталмаз» не только добывал алмазы. Мы практически шефствовали над 13 районами республики. Около 20 совхозов республики пользовались нашим шефством, над которым мы производили и оказывали всяческую помощь всем республикам, включая Анабарский район, самый северный тундры. Мы построили там горно-обогатительный комбинат в тяжелейших условиях и начали добывать там алмазы. Поэтому Якутия для меня родной дом, родная, так сказать, будем говорить, республика. И я все свои силы и возможности отдал для того, чтобы люди не только добывали больше, чем в мире. Мы первое место заняли в мире по добыче алмазов под моим руководством, но и жили люди хорошо. Мы практически построили прекрасный город Мирный, известный во всем мире сегодня. Мы там проводили фестиваль, Всемирный фестиваль «Мирный поет о мире» и так далее. Построили город Ленск. Все хозяйство там портовое было, это наше хозяйство. Построили на Анабаре горно-обогатительный комбинат. Могучий комбинат, удачный, в городе Удачный, которых в мире таких подобных комбинатов нет. И мы тогда значительно обошли все страны мира, особенно Дебирс, которая 100 лет была первой на мировом рынке. И мы гордимся этим, потому что основная наш лозунг и девиз был «Больше алмазов Родине». И мы всячески старались, чтобы именно мы всегда были на передовых позициях мирового алмазодобывающего рынка. В 1991 году наш коллектив добыл 42,5 миллиона карат алмазов. Ничего подобного в мире, ни одна компания, извините, не могу говорить спокойно, ни одна компания не достигла. Поэтому мне, естественно, есть чем гордиться. 63-тысячный коллектив Якуталмаза практически был награжден орденом Ленина. Городская комсомольская организация, которую я возглавлял, орденом Трудового Красного Знамени. Город награжден был также в мою бытность орденом Трудового Красного Знамени. И я горжусь, что горожане Мирного сегодня занесли меня в разряд почетных граждан города Мирного. Естественно, это была очень хорошая песня в моей жизни, которая заключалась в создании могучих предприятий, многотысячного коллектива и всех условий для того, чтобы люди жили хорошо. Текучесть в нашем коллективе 63 тысяч работающих, когда я работал,
было всего-навсего 4%. Люди дорожили нашим коллективом из-за условий, которые им создали. Люди работали по схеме «больше алмазов Родине», и люди пользовались теми благами, которые мы для них создали. Только в городе Мирном 3 плавательных бассейна, прекрасные спорткомплексы, музыкальная школа. Прошу извинить, но мне, конечно, вспоминать это все очень почетно, но, видимо, нервы уже не выдерживают. Я хотел бы моей дорогой республике, в которой я вырос, стал крупным руководителем, депутатом Верховного Совета СССР, дважды депутатом Верховного Совета Республики, Якутской Республики тогда, что она сейчас, судя из докладов, которые мы прослушали с вами сегодня, процветает, идет вперед семимильными шагами, что она действительно делает неимоверно в тяжелых условиях практически все то, что не делает во многих регионах. И часто мы слышим, что Якутия занимает в своей особенной зоне, там 8 дальневосточных регионов, занимает, так сказать, ведущее место почти по всем темпам развития, так сказать, и качественным показателям. Я, конечно, горжусь тем, что сегодня этот регион, как не все регионы в стране, ведь вы знаете, что после 1991 года половина российских предприятий легло или исчезла. Практически остановились многие города, заводы, фабрики на ходу. Многие люди остались без работы. Мы все это прошли с честью, прошли с гордо поднятой головой, так сказать. И наша республика в самое тяжелое время имела 70% бюджета от алмазных денег. И мы этим гордимся. Мы гордимся, что мы много осуществляли шефской помощи регионам республики, начиная от Вилюйска, Верхневилюйска, Нюрбы, ну, естественно, рядом стоящий Шантарский район, Оленёкский район, Анабарский район, Ленский район, ну, и многим другим, так сказать, нашим, ну, будем говорить, требованиям и просьбам республики мы оказывали всегда, значит, помощь, понимая, что якутский рубль стоил дороже московского в 5 раз. Чтобы завести туда материальные ресурсы, продукты, значит, одеть людей, обуть и что? Заканчивайте. Извините, я увлекся. Я благодарю вас за то, что вы пришли на этот вечер и меня поздравили с юбилеем. Поэтому я бесконечно рад и благодарен поспредству Андрею Сандаминовичу, Александру Константиновичу, который нашел время прийти поздравить меня, и всем вам. И желать вам самых лучших, светлых дней и пожелания вам и вашим семьям. Спасибо. Спасибо, Владимир Венедиктович. Достали дожить. И мы Владимира Венедиктовича от имени землячества представили к высшей награде республики ордена «Полярная звезда». Я считаю, один из самых достойных наших ветеранов. Ну, и Владимир Венедиктович до сих пор активно участвует в общественной жизни нашей республики. Вот, спасибо вам, Венедиктович. Так держать. Так, еще я хочу сегодня поздравить
одному из известных руководителей республики, вот, который работал и первым заместителем председателя правительства, поспредстве, ну и во многих, и Министерство сельского хозяйства, один из самых опытных руководителей, до сих пор действующий, вот, наш дорогой коллега Иван Николаевич Долинин. Я хочу сегодня от имени землячества вручить награду, вот, высших наших. Я хочу вручить сегодня благодарственное письмо Уфимцеву Сергею Валерьевичу, начальнику юридического отдела акционерного общества, акционерной компании «Железные дороги Якутии». Но он очень долгое время работал в прокуратуре нашей республики, потом в аппарате администрации президента и правительства, потом поспредствуя заместителем поспреда республики. Так что имеет достаточно огромный вклад в социально-экономическое развитие нашей родной республики, всегда связан с железными дорогами Якутии. Всего ему 55 лет, как говорится, золотой возраст. Так что мы давайте пожелаем Сергею Валерьевичу успехов, здоровья, ну и благополучия. Еще раз, дорогие земляки, с праздником всех награжденных высокой государственной наградой. И всем, конечно, самое главное, крепкого здоровья. Уруяйхал! Слово предоставляется народному депутату Государственного собрания Иль-Тумен Республики Саха-Якутия Елене Христофоровне Голомаревой. Дорогие друзья, бастабыллах, сақабыт сирен поспредствоватын өрсулларга үлелир, үләхеттере, ветераннар, эхгіне баргытын Ил-Түмен государственный муньяган атыттан Саха республикатын күнінен ағаддалит бен көңіллән. Дорогие друзья, разрешите вас от имени Государственного собрания Ил-Түмен поздравить со славным праздником, Днем Республики Саха-Якутия. Андрей Сандаминович сейчас подробно рассказал, какие сегодня идут работы на уровне республики, перспективы. Александр Константинович рассказал о том, какая работа ведется на уровне Совета Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, на законодательном уровне, какие работы проводятся. А я бы сегодня хотела сказать, что мы, законодатели Республики Саха-Якутия, за эти годы постарались сделать все возможное, чтобы наша республика во время таких больших перемен, переходный период, имела свои достойные законы, которые бы решали проблемы простых людей. Я сейчас вспомнила свое детство, когда депутат Верховного Совета Якутской ССР Владимир Венедиктович Пискунов приезжал в Оленёкский район, и мы, пионеры, потом еще комсомольцы, он был очень долгое время, оказывается, депутатом Оленёкского района. У нас была комната ленинская комната, в котором он привез однажды это блестящие лакированные столы.
и стулья вот такие мягкие. Вот это у меня впечатление такое радостное до сих пор сохранилось. И знаете, вот ту планку, которую они в то время достигли тоннами, значит, добывали золото, алмазы. Вот этого надо нам еще, над этим еще дальше работать и работать. Наши законы сегодня федеральные, значит, федеральный закон, который принят в этом году по государственной поддержке арктической зоны, значит, отделяет нашу республику на две части. Это арктическая зона, в котором будут, значит, вестись резидентами. Это новые, значит, предприниматели, бизнесмены, добыча того, что есть на этих территориях. Конечно, мы очень надеемся, что приход резидентов новых даст новый импульс развитию нашей республики. И по итогам, значит, этого года мы насчитываем сегодня более 70 новых резидентов. Значит, нашу республику ждет новые веяния, новые какие-то движения, в котором мы сами должны быть не сторонними наблюдателями, а самыми, что ни на есть, быть в действии вот этих больших изменений. Поэтому мы говорим, республика Саха-Якутия сегодня это республика возможностей, это республика, в которой должны будут потом равняться другие субъекты. И по поручению председателя Государственного собрания Юлтумен сегодня я с большим удовольствием, волнением вручаю высшую награду Государственного собрания Юлтумен Республики Саха-Якутия за вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей в Республике Саха-Якутия, нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия Михеева Сергея Владимировича, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва, специалиста аппарата постоянного представителя Государственного собрания Юлтумен Республики Саха-Якутия в Федеральном собрании Российской Федерации. Наградить Сергея Владимировича Михеева знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия. Так получилось судьбой, что я стал депутатом Государственной Думы. Прошло 27 лет. Все 27 лет я как и депутат, и как работник аппарата Госдумы, а потом и работник Госсобрания связан с великим народом, с великой республикой, Республикой Саха-Якутия. Я стал частичкой вашей. Я горжусь этим. Спасибо. Слово предоставляется космонавту-испытателю Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, полковнику, руководителю перелета Валерию Ивановичу Токареву. Добрый день еще раз. Всех поздравляю с этим праздником знаменательным. Самой большой, дружественной и очень отзывчивой республики среди народов России, о чем мы, пилоты, убедились во время экспедиции 2018 года. И позвольте мне поблагодарить, во-первых, руководителя постоянного представительства, обратиться с самыми теплыми словами от имени нашей экспедиции ко всем жителям республики за те теплые встречи и гостеприимство, которые они нам оказали
во время нашего перелета. Где бы мы не производили посадку на территории Республики Якутии, везде нас встречали с открытым сердцем, гостеприимно, стремились показать нам музеи свои. Ну, в общем, видно, что люди гордятся краем и достойно живут. Позвольте, Андрей Сандаминович, вручить вам вот этот фотоальбом глазами пилотов, взгляд с высоты птичьего полета на вашу республику, взгляд с высоты птичьего полета на вашу республику, ну и пожелать вам успехов, здоровья всем и процветания. Спасибо большое. А ваш самолет у меня на почетном месте в моем кабинете. Я надеюсь, он скоро в массовом порядке появится в арктических небесах. И счастливого полета, мягких посадок и успешных достижений. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые гости, к поздравлениям присоединяется руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Иванович Сучков. Уважаемый Андрей Сандаминович, от имени Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и от себя лично поздравляю вас и всех якутян с Днем образования республики. Республика Саха-Якутия сегодня стабильный и устойчиво развивающийся субъект Российской Федерации, в котором успешно реализуются приоритетные программы социально-экономического развития, внедряются инновационные методы и технологии производства. Многое делается для сохранения уникальной национальной культуры, повышения качества жизни людей. Важно, что на протяжении многих лет Москву и Якутию связывают тесные дружеские и партнерские отношения в различных сферах, которые, убежден, и далее будут активно развиваться и обогащаться новыми примерами плодотворного сотрудничества. Желаю вам, уважаемый Андрей Сандаминович, и всем жителям республики благополучия, счастья, крепкого здоровья, достижения всех намеченных целей, о прекрасной якутской земле, процветания. Руководитель департамента Виталий Иванович Сучков. Уважаемые гости, в честь знаменательной даты Дня Республики Саха-Якутия мы предлагаем вашему вниманию праздничный концерт. На сцене ансамбль народов Севера «Нарули». Танец «Заря полярного круга». Hey,
Ваши аплодисменты. Ансамбль народов Сибири на рули. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену Валерию Миронову. Талантливая якутянка, наша землячка, была участницей шоу «Голос-8» на Первом канале. А сейчас она студентка музыкального училища эстрадного и джазового искусства имени Гнесиных. Сегодня Валерия для нас исполнит песню «Родина, край родной». Огромной планете, сынок, под куполом вечных небес есть множество всяких путей, диковинных мест. Но где б ты в долине бродил, все равно ты помни, встречая рассвет, что место одно есть, такое одно, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Зеленые пальмы и белые льды, и яркие краски морей. Быть может, увидишь и влюбишься ты, но это проходит, поверь. Как жить и что делать, ты сам выбирай, но помни, с течением лет тебе будет сниться березовый край, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Ты песню сейчас о дорогах поешь, но время наступит, сын мой, когда ты приедешь туда и поймешь, что ты возвратился домой. И верю, поймешь ты когда-нибудь сам, что нет ни печали, ни бед, пока тебя помнит хоть кто-нибудь там, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет, где ты появился, где ты появился, где ты появился на свет. Спасибо, дорогие друзья, всех с праздником. Конечно же, Молодой Республике хочу пожелать процветания и всегда только самых хороших, самых приятных и радостных событий. Спасибо. Ну, а сейчас у нас вновь на сцене ансамбль на рули. Танец «Олененок».
Ансамбль народов Сибири на рули. Художественный руководитель Ольга Буинова. Уважаемые гости, ну и в завершении сегодняшнего нашего праздничного вечера прозвучит песня, которая уже много лет звучит в День Республики и, возможно, считается негласным гимном нашей Родины. Сахам Сире. Сахам сире, халланы, араңарар, үбениге, үрүн болларды, эрейде, эйигитте, орду курду. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. С Днем Республики Саха-Якутия! Сахам сире, сахам сире, сардаңала, аққарқытта, қардаң дойду, сыйластына, улу таптау, остот күйе, улу таптау, сахам сире. Спасибо большое. Еще раз поздравляю вас. Поздравляем вас с этим замечательным праздником, с Днем Республики Саха-Якутия. Мы благодарим гостей, которые сегодня к нам пришли, и гостей, которые к нам сегодня подключились. Всего вам доброго. До новых встреч.